Единство мнений, оно, собственно говоря, показательное, да, то есть все понимают, что действительно, как выразился представитель Всемирного фонда дикой природы, да, нарушается дух закона, который должен сохранять, собственно говоря, наши природные резерваты, да, а не каким-то образом пытаться из них там кусочки повытаскивать в угоду там промышленникам и олигархам. Поэтому, конечно, это очень показательный момент. Все нормальные люди выступают против того, чтобы изымать участки под промышленное освоение из национальных парков. То есть можно расслабиться? Расслабляться не нужно. То, что, понимаете, то, что есть мнение такое, да, и то, что оно озвучено в рамках дискуссии в общественной палате, еще не значит, что законодатель там прислушивается. Ведь мы знаем, история с Чудным, да, она как раз показывает то, что, несмотря на то, что есть закон, который запрещает, да, любую промышленную активность на территории национального парка Юга-2, несмотря на то, что есть позиция там Верховного суда Российской Федерации, тем не менее выдается лицензия этой компании Gold Minerals, тем не менее, значит, решение Верховного суда не исполняются. Сейчас происходит суд над директором этой компании Gold Minerals в связи с тем, что он не исполняет это решение там, суда, да, предыдущее и так далее. То есть мы знаем, что промышленники, олигархаты, которые лоббируют эти все вещи, он все равно будет пытаться внедриться и, тем не менее, значит, нарушить там даже действующее законодательство. Поэтому расслабляться не стоит, надо продолжать работать для того, чтобы не допустить того, чтобы наша территория была загажена. Вот и все.